Студенческие годы самые интересные и незабываемые в жизни каждого человека. Для учащихся Абхазского университета это не исключение. Ежегодно праздник солидарности и единения всех студентов в ВАГУ отмечали по-особенному ярко. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и праздничные мероприятия в Альма-Матер отменены. Студенты, как обычно, проводят лекции с соблюдением всех предписанных санитарных норм. Наша съемочная группа побывала на лекции студентов третьего курса исторического факультета. По расписанию у них первая пара «История Византии». Лекцию читает доцент кафедры истории России Ирина Агарба. В день студентов она решила немного изменить формат лекции и пообщаться со студентами о том, как проходят их занятия в условиях пандемии. На первом курсе, я помню, да, обычно первый семестр мы делаем очень много-много замечаний, говорим о том, что вы чувствуете пока себя еще как в школе. Но к концу первого года, первого курса вы уже начинаете вести себя как настоящие студенты. Было бы интересно знать, вы успели почувствовать себя студентами? Если да, но каково это чувство или состояние? И как потом пандемия изменила вашу жизнь? И ваше отношение к дистанционному обучению, к онлайн-занятиям и так далее. Вот с каким настроением сейчас вы идете в университет, вот на лекции? Что вам больше нравится? Как вам больше нравится? Онлайн-занятия или вот такое реальное общение с преподавателем? Потому что сегодня между преподавателями и студентами стоит пандемия. Условий для нормальной коммуникации, как мы говорим, для нормального общения нет. Студенты признаются, что после школы им немного было сложно адаптироваться к новому этапу жизни, но спустя время они привыкли к своему статусу и даже успели почувствовать прелести студенческой жизни. Но на третьем курсе коронавирус изменил привычный образ жизни студента. Если сравнивать период до пандемии и после пандемии, конечно же, есть весомые, серьезные, можно так сказать, изменения, потому что сейчас, в данный период, когда первая волна пандемии началась, в этот период было очень трудно адаптироваться, мы вообще не посещали занятия, и когда происходила перестройка к дистанционному обучению, как и преподавателям, так и нам было очень сложно. Это проблемы с инновационными технологиями, с развитием тоже присутствовали. Но сейчас, в данный момент, посещать университет для меня лично играет важным приоритетом, потому что я понимаю, что когда я находилась в тот период дома, в период изоляции, карантина, это было очень трудно осваивать материал. И сейчас то, что вот мы ходим 2 раза, можно сказать, в неделю, для меня является главным. Я считаю, что если я не буду посещать, то я не смогу наверстать упущенный материал. Ну, плюсы есть. Например, мы ходим 2 раза в неделю, у нас больше времени, чтобы работать дома. Ну, о минусах, конечно, много минусов. То, что мы вживую не общаемся с лекторами и... Да, со сверстниками тоже. Будем надеяться, да, что будет это все скоро закончится и что мы снова вернемся на старые, как бы классический, традиционный наш метод обучения. Студенческая жизнь для меня это новые друзья, новые эмоции, и я провожу с ними очень много времени, я это ценю, и я хочу, чтобы в последующем у меня было что запомнить. Если сравнивать нашу студенческую жизнь до пандемии, то мне, конечно, нравилось гораздо больше, потому что, несмотря на то, что материала было очень много, но работалось легче. А сейчас уже мы с преподавателями не общаемся, и поэтому вообще я считаю, что для студента самое главное нужно слушать, а потом уже, приходя домой, нужно работать над материалами, тогда тебе будет намного легче. А сейчас у нас нет такой возможности слушать полноценные лекции, и я бы хотела, чтобы мы вернулись в тот период, когда мы ходили каждый день, хотя это было сложно, но я все равно хочу к этому вернуться, потому что сдавать экзамены, закрывать сессии стало намного труднее в период пандемии, чем тогда. Во избежание распространения коронавирусной инфекции в ВАГУ практически на всех факультетах курсы разделены по группам. Студенты сидят на лекциях в средствах индивидуальной защиты с соблюдением социальной дистанции. Лекции длятся по часу, и обучение в университете проходит 3 раза в неделю. График на всех курсах разный. Некоторые лекции студентам читают онлайн. Студенты и преподаватели АГУ надеются, что уже в скором времени они вернутся к привычному методу обучения. Несмотря ни на что, мы сегодня в аудитории. Это очень важно. Вот, пандемия, кто-то в полной мере не мог ходить, кто-то переболел. Несмотря ни на что, ни на все, мы продолжаем работать. Вы продолжаете учиться.
студенчество, на самом деле, это самая лучшая пора жизни молодого человека. Я надеюсь на это, что и вы вот здесь, в стенах нашего университета, вы это видели, и надеюсь, что и увидите еще. Говорят, что студенческие годы – самая прекрасная пора. Этот период жизни максимально раскрывает умственный и творческий потенциал, а также дарит радость дружбы и общения. Когда мама мне говорила, что студенческие годы – это самые лучшие, я не понимал, когда был школьником. Но когда я стал студентом, я начал понимать, потому что на самом деле это не описать словами, правда. В связи с эпидемией мы приостановили все мероприятия, которые проводятся в университете. И, конечно же, мы поздравляем друг друга, в первую очередь, студенты, желаем друг другу счастья и успехов. Сейчас, во время пандемии, так скажем, у нас нет этого времени, а также действует много запретов, из-за которых мы не можем нормально собраться. И даже в АГУ из-за этого некоторые боятся, например, ходить также на лекции, боятся заразиться. Так я знаю многих людей, которые боятся этого, и даже они на улицу не выходят. Международный день студента – это праздник солидарности и единения всех студентов. Праздник ассоциируется с молодостью и весельем, но его история, увы, связана с трагическими событиями. 16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования чехословацкого государства. Но оккупанты, разгоняя собравшихся, застрелили студента Иоанна Аплетала. Его похороны переросли в акцию протеста. 17 ноября фашисты приступили к массовым арестам. Большинство студентов были отправлены в концлагеря, многих казнили. Сегодня этот праздник отмечается как символ студенческого единства. Алика Трапш, Давид Хашик, Артур Каландия, Абхазское телевидение.